Несмотря на довольно неблизкий путь до дома и усталый вид, на лицах этих ребят можно легко разглядеть радость. Несколько дней назад они достойно представили наш регион на международном турнире по дзюдо в Донецке, выиграв 1 золото и 2 серебряные медали. И сегодня победители и призеры соревнования с гордостью переступают порог родного ФОКа. Обладателем золотой медали турнира по итогам 5 беспроигрышных схваток стал Беслан Кациев, выступающий в весовой категории до 60 килограмм. Первые 2 схватки дались нелегко, вспоминает Беслан. Но уже в финале поединок завершился, не успев толком и начаться. Наш спортсмен грамотно использовал прием атака в защите. Сбор штатов, мужич, сбор штатов, готовить сюда дрова. Тренировка жать, салялята, турнирова, турнирова. Тогда хочу 3-й все. Первого ваша делась. В весе до 66 килограмм на турнире также отличился и Ислам Авышев. В борьбе за первое место он уверенно обходил своих оппонентов, но в финале уступил спортсмену из Дагестана. Впрочем, Ислам не расстраивается и считает, что серебро на таком крупном турнире – это тоже высокий результат. Схватки сложились удачно, я выиграл первые 4 схватки. Первые 3 досрочно и последнюю 4-ю, это была спорная схватка, до первой оценки была. Схватка была до первой оценки, и я выиграл там уже в Азаре, оценка в Азаре. Но в финале мне, наверное, не хватило скорости, так как я устал в предыдущих схватках, и выносливости. В нашей республике немало девушек, которые увлекаются спортивными единоборствами, а в соревнованиях участвуют единицы. Но это все не про Танзилу Горданову. С раннего детства она твердо решила, что будет спортсменкой, и многолетние тренировки принесли свои положительные результаты. На турнире в Донецке она заняла заслуженное 2-е место. Я всегда интересовалась спортом, но так как у нас в Ингушетии не принято, чтобы девочка занималась спортом, я не решалась на этот шаг. Я уже не стала слушать людей и стала идти к своей мечте. Международный турнир по дзюдо, посвященный 5-летию ДНР, проходил в городе Донецк с 21 по 22 сентября. На татами спорткомплекса «Спартак» состязались более 120 спортсменов из Донецкой и Луганских народных республик, а также из ряда регионов России. Нашу республику представили 12 спортсменов, и в целом тренеры довольны результатами своих подопечных. Которые ребята вышли на ковер, неплохую борьбу показали, но с некоторыми надо чуть-чуть доработку сделать. Чуть-чуть ребята в финале уступали, выход в финал, когда можно было... соперники были очень достойные. Победители и призеры соревнований были определены в 15 весовых категориях. Все они отмечены кубками, медалями и грамотами, а также памятными вымпелами турнира. По словам наставников, спортивная карьера их подопечных только начинается, и в плане техники им есть куда расти. Но как бы шаблонно ни звучала эта фраза, ребята и сами не намерены останавливаться на достигнутом. Впереди спортсменов ждут еще более упорные тренировки, а ближайшие соревнования, на которых они вновь смогут попробовать свои силы, это первенство СКФО, которое стартует уже через 3 дня в городе Нальчик. Микаил Тангиев, Майрбек Межоев, Новости 24.